Сложно представить Сухумский причал без рыбаков. Спина к спине они стоят, тихо глядя на воду. Но с началом весенней пути на их становится все меньше. Не клюет, жалуются рыбаки. И винят во всем сейнеры, которые вылавливают сотни тонн рыбы в сутки. 27 тысяч тонн. Такую квоту установили в этом году в Абхазии на улов хамсы. Но рыболовы-любители уверены, что этот лимит превышается. Мы все жалуемся на этих сейнерах, вот этих турецких. Они их уничтожили, все дно, море, все. Ну, мы жалуемся на это, что нету рыбы. Они все подряд ловят, наверное, и все. Раньше кидали, вытаскивали рыбу, а сейчас сидим целыми днями, 1 штук, 2 штук. Отсутствие рыбы они считают прямым следствием деятельности рыбзаводов. Погода не дает, шторм не дает, и наши братья вон там, которые плавают. Вот так мы, крестьяне, удочкой сидим, они хамсу ловят, да, там. Вот пускай ловят. А мы поедем домой и будем отдыхать. Любители рыбной ловли напрямую связывают уменьшение популяции разновидности рыб в Черном море со способом ее вылова. Они предполагают, что промышленники действуют как браконьеры. Я стою здесь с 7:30. Вот поймал 2 штуки всего. В этом году, пока баржи не было, до 10 килограмм ловили. Баржи все мучают нас. Потому что дно чистят все. Остаемся без рыбы. Приходится рыбу на рынке покупать. В применении недобросовестных методов отлова рыбы обвиняют моряков и представителей Федерации рыболовного спорта. По их мнению, длина сетей сейнеров превышает глубину моря в месте отлова хамсы. А это значит, что они достигают дна, собирая вместе с рыбой всю флору и фауну, тем самым разрушая питательную среду. Микрофлора дна восстанавливается не 1 месяц, не 1 год. Годы, многие годы. Если микрофлора дна нарушена, это нет кормовой базы для минимум донных видов рыб. И, соответственно, эта рыба не придет и не будет оставаться у нас, не будет расти, и просто-напросто у нас не будет рыбы в нашем море. По словам рыбаков, нельзя вылавливать рыбу в бухтах, то есть в местах ее зимовки, так как хамса, пережидающая здесь холода, это кормовая база для других видов рыбы. Когда хамса стоит, там кормится вся рыба. Там молодняк от 100 грамм, лосось и больше. Потому что вот сейчас паводок весной начнется, когда хамса начнет уходить, он начинает с паводком подниматься наверх, готовится к нересту, нерестится он осенью. И вот это почему называется проходная кумжа? Потому что та, которая остается в реке, это форель. Ушла в море, это лосось. И вырастает до 30 с лишним килограмм. Как говорят рыболовы-любители, незаконно действуют не только те, кто ловит рыбу, но и те, кто им выдает на это разрешение. Так как, руководствуясь законом о рыбной ловле, чиновники берут во внимание одни пункты закона, но пренебрегают другими. Координаты, которые даны по устьям рек, где запрещен лов. Это закон 1969 года. Но он вытащен оттуда. Закон был, то есть мы, получается так, что вот это нас устраивает, мы это вытаскиваем, а вот это... Что касается, допустим, зимовальных ям, в советское время, что там запрещен был лов хамсы. С Тавриды вообще запрещен был лов в то время. Мы это не вытаскиваем, мы это не показываем. В настоящий момент рыболовы-любители составили письмо, где просят парламент закрепить в качестве закона запрет на промысел в бухтах и собирают подписи. Они уверены, что найдут поддержку в Народном собрании и экологической службе. Сейчас собираются подписи по этому письму. Это Гудаута, Афон, Гагра, Пицунда. Сделать, как и было раньше, Пицунскую и Гагрскую бухту заказника. То есть, чтобы был запрещен промышленный лов. Любительский разрешен, промышленный запрещен. Как рассказывает Андрей Сангулия, еще 2 года назад Федерация спортивного рыболовства забила тревогу. Они просили руководство страны больше не давать разрешений на строительство рыбзаводов. Тогда их было 5, сегодня 7. У нас в море нет такого количества рыбы, чтобы удовлетворить потребности каждого производства, говорят они. Я задавал вопрос одному из заводчан, спрашиваю рентабельность завода, вот чтобы выгодно было, сколько надо выловить. 6-7 тысяч тонн. Завод будет рентабельным. Простая математика. 7 заводов на 7 тысяч тонн, 42 тысячи тонн. Должна быть выдана квота, чтобы они были рентабельны.
Рыболовы не видят никакой пользы для страны в вылове хамсы и ее переработке. Как рассказывает Андрей Сангулия, мы разрушаем и экологию, и экономику. Мука, которая уходит туда, делается корма. Этими кормами ловят эту форель, кормят, вернее, эту форель. Мы ее снова покупаем. Эти деньги, которые мы заплатили, они уходят, естественно, в Турцию. Круг закрылся. Деньги не остались здесь. Если были бы рыбоводческие хозяйства, мы бы покупали бы. У этих хозяйств деньги оставались, то есть там будет семья, 2 семьи, 3 семьи будут работать на этом хозяйстве, и эти деньги оставались бы здесь. Наиболее решительно на борьбу с нарушителями норм по вылову рыбы настроены жители Гагарского района. 1 февраля они обстреляли сейнеры, слишком близко подошедшие к берегу. Как говорят представители Федерации спортивного рыболовства, именно это событие заставило их действовать. Нарушение везде происходит. Но опять же, не выход того, что стрелять. Значит, вот уже где-то вот здесь человек уже понимает, что государство над этим не работает и приходится брать. Но я считаю, что, не дай бог, там заденет какого-то работягу парня, который там стоит на корабле, и жена там находится. Вот этого не хочется делать, потому что виноват не он, виноват капитан корабля. Они не требуют закрытия заводов. Они не надеются, что надзорные службы действительно смогут воздействовать на нарушителей. Они смеются, когда речь идет о штрафах, ведь 3000 рублей для сейнера, который вылавливает сотни тонн рыбы, это копейки. Они хотят добиться признания бухт заповедными зонами, где ловить рыбу можно будет только любителям. Марьяна Котова, Турника Мичба, Абаза ТВ.